В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камшик-Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Юбилей отечественной науки. Академия наук Абхазии отмечает 20-летие со дня создания. Вспоминая жертв, в Сухуми почтили память репрессированных. Можно и за собственные средства. Администрация Гудаутского района из местного бюджета проводит ремонтные работы. 20 лет назад, 30 октября 1997 года, была создана Академия наук Абхазии, хотя решение об этом было принято Владиславом Ардзенбо значительно раньше. В честь юбилея в Сухуми прошли торжественные мероприятия, в которых принял участие президент Рауль Хаджимба, многочисленные гости, научное сообщество страны. Торжественные мероприятия, посвященные 20-летию Академии наук Абхазии, начались с возложения венков и цветов к мемориалу славы в селе Ишера. Невозможно переоценить роль первого президента Абхазии, ученого, академика Владислава Ардзенбо в создании современной Отечественной академии наук. Сразу после завершения Отечественной войны 12 декабря 1993 года председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзенбо подписал постановление об образовании Академии наук Абхазии. Но в связи со сложной ситуацией на тот момент постановление было реализовано только в октябре 1997 года. В честь юбилея Академии наук Абхазии в Центральном выставочном зале Сухума открылась фотовыставка. Посетителям, в числе которых знаменитые российские ученые, профессора и академики, были представлены фотографии, рассказывающие об истории абхазских научных институтов, сельского хозяйства, ИИПИТ, Института экологии, СФТИ, Гидрофизического института, АБИГИ, Института ботаники. В советское время в Абхазии был целый ряд научно-просветительских обществ. Будучи гражданами одной большой страны, абхазские и российские ученые тесно сотрудничали. В Абхазии велись уникальные научные разработки, например, на базе ИИПИТ и СФТИ. Абхазская наука шагала в ногу с наукой великой страны СССР. На сегодняшний день между Академией наук Абхазии и российскими научными учреждениями подписано не одно соглашение о сотрудничестве. В 2003 году мы заключили соглашение о совместной работе. И с тех пор неуклонно мы его выполняем и сотрудничаем. Я долгое время был ректором Тимирязевки, почти 11 лет. И поэтому за этот период нам удалось кое-что сделать. Не только, скажем, поставки техники, оборудования, семенного материала, но самое главное в подготовке кадров и освоение технологий, которые были в Тимирязевке. Сейчас совместно с институтом мы освоили все эти направления. Поэтому мы впредь будем сотрудничать, и не только Тимирязевка, а другие научно-сельские институты по сельскому хозяйству. Я приехал, привез с собой представителей именно той части аппарата Академии наук, которая занимается грантами, занимается организацией различных проектов, занимается внебюджетной деятельностью. Я вообще надеюсь, что в дальнейшем мы будем с вами самым тесным образом сотрудничать. Если раньше мы работали по линии институтов или отраслей, допустим, медицинские и другие науки, то сегодня мы переходим уже на новый этап, который будет характеризоваться определенными договорными отношениями, определением стратегии развития науки в наших странах. И, конечно же, это будет связано с подготовкой научных кадров. 20 лет вроде не так уже и много, но, в принципе, за 20 лет развития Академия показала себя силой, которая способствует развитию, социально-экономическому развитию Абхазии. И очень приятно, что мы здесь встречаем именитых ученых, которые много сделали для развития науки не только страны, но и всего региона, а может быть даже, можно сказать, и в мировом масштабе. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество. Уже за эти дни, 2 дня, что я тут был, мы наметили планы. Особое направление мы видим в перспективах хорошего взаимовыгодного сотрудничества в области гуманитарных наук
исследования народов, написание энциклопедий, поскольку наша академия, она больше нацелена на это. Открывая торжественное заседание, посвященное 20-летию Академии наук Абхазии, советник президента Владимир Зантария отметил высокое значение науки для развития государства в целом. Обращая особое внимание на интегрирующую функцию и консолидирующую роль науки, академик Владимир Иванович Вернадский отмечал ее способность стать объединяющим центром духовной работы всего человечества. Сравнительно небольшой отрезок времени, прошедший со дня создания Академии наук Абхазии, ярко продемонстрировал ее жизнеспособность и готовность наших ученых полнокровно участвовать в строительстве государства. Приветствуя гостей, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа напомнил об истории создания Академии. На сегодняшний день АНА состоит из 3 отделений и 9 институтов. В ее составе 15 академиков, 11 членов-корреспондентов, 19 почетных иностранных членов. В подведомственных учреждениях работают более 400 исследователей, из которых 29 – это доктора наук и 93 – кандидаты наук. По мнению Зураба Джапуа, для регулирования процессов, связанных с поступательным развитием науки в Республике Абхазия, необходимо разработать и принять закон об Академии наук Абхазии. Государство будет иметь перспективу лишь в том случае, если стратегия развития науки и технологий будут поставлены на один уровень со стратегией национальной безопасности, подчеркнул Зураб Джапуа. На торжественном собрании выступил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Глава государства поздравил научное сообщество с юбилеем и подчеркнул, что несмотря на немалые экономические сложности, сопутствовавшие развитию отечественной науки, достаточно очевидное достижение в ее различных сферах. Исследования ученых в гуманитарных, естественно-научных, точных технических, медицинских и иных отраслях науки получают достойную оценку не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Рауль Хаджимба особо отметил роль выдающегося государственного деятеля, основателя современного абхазского государства, академика Владислава Ардзенба и его единомышленников, видных деятелей отечественной науки в создании Академии наук Абхазии. Сейчас абхазская наука уверенно входит в спокойное русло своего возрождения и развития, подчеркнул президент. Мы высоко ценим то, что было сделано за все годы советской власти, после военного периода, нашими институтами, нашими учеными, которые занимались проблемами истории и языка. Но сегодня эта дорога выбрана в будущее этими людьми, которые стояли у истоков национально-освободительного движения. Но нам нужно всем понять, что необходимо развивать и остальные направления, серьезно подойти к вопросам точных наук, медицины, экономики, все те, которые будут способствовать поднятию нашего бюджета, наших возможностей, которые создадут лучшую социальную основу для нашего государства. Уважаемые ученые, уважаемые гости, хотел бы еще раз пожелать вам доброго здоровья, новых научных свершений во имя развития и роста отечественной науки, во благо процветания нашей Родины. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о присуждении государственной премии Республики Абхазия имени Георгия Дзидзария в области науки за 2017 год. Кандидату исторических наук, доценту Алику Габелия за монографию «Абхазия в предантичную и античную эпохи». Доктору филологических наук, профессору Зурабу Джапуа за монографию «Абхазский нардский эпос. Текстология, семантика, поэтика». Доктору филологических наук, доценту Леониду Саманба за монографию «Вопросы абхазского и общего языкознания». В честь юбилея Академии наук Абхазии поздравительный адрес прислал президент Российской академии наук Алексей Сергеев. Текст поздравления зачитал советник президента Абхазии Владимир Зантария. Президенты Академии наук Башкортостана, Татарстана, Республики Саха и другие почетные гости поздравили абхазских коллег с праздником и выразили желание и готовность к дальнейшему сотрудничеству. На торжественном заседании выступили также представители научного сообщества Абхазии.
20-летию Академии наук Абхазии был посвящен круглый стол, который прошел сегодня в Сухуми. Абхазские и российские ученые говорили о развитии науки в целом и об абхазской в частности. В своем выступлении старший научный сотрудник АПИГИ Игорь Марухба рассказал об истории создания Академии. Он отметил, что, будучи секретарем оргкомитета при создании АНА, сохранил важные исторические документы, которые готов передать в архив Академии. В Абхазии после Отечественной войны с нацистской Грузией окончательно вышла из состава последней и бесповоротно начала строить независимое суверенное абхазское государство, Республику Абхазия. Единственным выходом из создавшегося положения тогда было создание Академии наук в Абхазии, которая объединила бы под одной крышей все научные учреждения республики. Доктор исторических наук, академик Академии наук Олег Бгажева поздравил ученых с этим знаменательным днем в истории и науки Абхазии. Он подробно рассказал о создании отделения гуманитарных исследований. В определенные времена АПИГИ перетерпела множество изменений. Долгое время отдел не работал, но усилиями многих ученых работу удалось возобновить, отметил Олег Бгажева. Сейчас сотрудники отдела активно участвуют в экономической и научной жизни страны, издают множество работ. По сей день АПИГИ остается единственным центром абхазоведения. И все же есть ряд проблем, в первую очередь кадровый дефицит. Ни для кого не секрет, что гуманитарные науки являются одним из краеугольных камней, на которых зиждется суверенитет и безопасность любой страны, в том числе и нашей. Отделение гуманитарных наук объединяет ученых-гуманитариев по следующим отраслям: знания отечественная история, археология, этнология, языкознание, литературоведение, фольклористика, искусствоведение, политология, экономика, право. К числу приоритетных направлений отделения относятся фундаментальные прикладные исследования в области языка, литературы. В ходе круглого стола ученые задавали множество вопросов выступающим. В частности, интересовались возможностью создания музея этнографии в селе Дзюбжа. В своем выступлении доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Абхазии Январби Экба отметил, что многие отделения Академии длительное время не работали, в их числе отделение физико-технических и математических наук. Сейчас отделение полностью функционирует. На его базе создано 3 института – гидрофизический, СФТИ и Институт экологии. С прошлого года официально были открыты эти отделения, и Академия полнокровно, в полной мере стала функционировать. Члены отделения занимаются решением фундаментальных и прикладных задач и применением их результатов в различных отраслях народного хозяйства, научной и хозяйственной деятельности. Прикладные исследования направлены на повышение эффективности контроля состояния окружающей среды и сокращение антропогенного воздействия на природные экосистемы. Более 10 лет Академия наук Абхазии плодотворно сотрудничает с кафедрой природообустройства и водопользования Казанского федерального университета. Кафедра создана на базе лаборатории, где работает более 20 научных сотрудников. Ежегодно научные сотрудники кафедры приезжают на экспедиции в Абхазию. Долгое время ученые работали над оценкой качества воды, изучали уровень загрязнения рек на территории Абхазии, занимались исследованием пещер. Были проведены исследования на озере Скурча и добились больших результатов. На многих водоемах проводятся уникальные гидротехнические исследования, благодаря которым были определены причины загрязнения воды. Есть очень многие интересные результаты. То есть нам удалось, мы работали по гранту в 2013-2014 годах по гранту Российского фонда федеральных исследований по влиянию устьевых участков рек Абхазии. Выяснили, что в устьевых участках реки подвергаются воздействию животноводства, то есть идет выпас скота, и воздействию коммунальных сточных вод. И самые чистые реки, которые идут с гор, могут оказаться загрязненными. Вот этот материал у нас имеется. Планы на будущее – провести типизацию, провести инвентаризацию полностью, написать монографии совместно, написать несколько, причем не одну даже монографию, написать несколько монографий с Академией наук и провести, выйти на обобщающий уровень, потому что у нас исследования очень долгие годы идут, пора это начинать обобщать, типизировать и уже классифицировать, то есть пора все это делать.
В ходе круглого стола обсуждали множество других тем. Ученые рассказывали о результатах, которые были достигнуты в течение 20 лет, и делились планами. Самое главное, все присутствующие говорили о важности сотрудничества с академиями и научными учреждениями, институтами России и ближнего зарубежья. Сария Смыр, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. 30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Сегодня к памятнику жертвам политических репрессий в Сухуме возложили цветы президент Рауль Хаджимба, спикер Народного собрания Валерий Кварча, премьер-министр Беслан Барцец, общественные и политические деятели, общественность. Репортаж Ренаты Шакая. Возложить цветы к памятнику пострадавшим от сталинского режима в Сухуме пришли президент Рауль Хаджимба, представители руководства страны, жители города. 1937-1940 годы навсегда вошли в историю Абхазии как трагические. Почти все представители интеллигенции республики были расстреляны в ходе репрессий. Были убиты также зажиточные крестьяне. Многие из пришедших в этот день к памятнику – родственники жертв. По рассказам своих родителей они много знают о тех трагических событиях. По словам председателя Ассоциации жертв политических репрессий Анатолия Пиля, то, что каждый год к памятнику репрессированным приходят так много людей, говорит о том, что ничто не забыто. Если бы не они, если бы не пожертвовали своими жизнями, не отдали бы их, нас бы с вами не было, это точно. А вот внуки и дети, они защитили в войне. Это уже была одна вот эта стадия уничтожения абхазцев вот таким путем. В Абхазии более 7 тысяч человек стали жертвами политических репрессий 30-40-х годов 20 века. В списках репрессированных представители разных национальностей, профессий. Большая часть из них – молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. Из 51 члена Абхазского обкома, избранных на 6-й Абхазской партконференции в мае 1937 года, было репрессировано и расстреляно 39 человек. Из 120 членов ЦИК Абхазии, избранных в 1936 году, было репрессировано 78 человек. С 1937 по 1942 годы была уничтожена почти вся научная и творческая интеллигенция Абхазии. Деда моего взяли, расстреляли. И в Ачимчирском районе, где-то в Изысковой яме закопали. Отца посадили. Отсидел он, вернулся, но в 49-м подогнали эшелон, погрузили нас всех и повезли в Сибирь. Я провел свое детство в Заполярном круге. Там я закончил школу, институт. А теперь я нахожусь у своей родины тут. В октябре 2011 года, спустя 50 лет после реабилитации многих жертв сталинских репрессий, в Абхазии был установлен памятник репрессированным. Его автор Зураб Тужба. Памятник установлен прямо напротив здания парламента республики. Монумент представляет собой большой камень, опоясанный колючей проволокой. Совсем недавно в Сухуме прошла презентация книги «Большой террор в Абхазии» о событиях 1937-1938 годов в истории Абхазской СССР. Работа над книгой длилась 2 года. Собрано очень много материала. В книге собрана картотека практически всех уничтоженных, осужденных и расстрелянных в те годы. В издании представлено множество документов, и многие по ним могут узнать о судьбе своих близких и родственников. Книга состоит из 3 томов. Первый – это фактические материалы грузинских архивов. Второй – факты из наших архивов. А 3-й том – именной указатель. Это фамилия репрессированных, а это более 3000 человек. Рената Шакая, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений от лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Верховного суда Абхазии. 1 единица. Прием заявлений кандидатов на должность судьи осуществляется в помещении Министерства юстиции с 31 октября по 14 ноября включительно. Помимо российской инвестпрограммы развития Абхазии, которая успешно осуществляется у нас в стране, отрадно то, что и главы различных районов Абхазии стараются привести в надлежащий вид своей территории за счет внутреннего бюджета. Наши корреспонденты побывали в Гудауте, где им показали те работы, которые сейчас ведутся по облагораживанию города. Каждый год администрация Гудаутского района в силу своих возможностей проводит ремонтные работы по заявлениям жителей. Это так называемые текущие, накопившиеся за десятилетия дела, которые требуют незамедлительного решения и немалых финансовых средств. Вот и в эти дни в Гудауте идут масштабные ремонтные работы за счет собственных средств.
За счет бюджетных средств именно сейчас ведутся такие работы. Это уже закончили почти подвал по Габечье. Сегодня занимаются ремонтом подвала по Агрба 58. Ведется освещение улицы Абазинской, это в районе Бамбора. Перекрыта нашими средствами 4-я школа, полностью крыша перекрыта. Ну и много других работ по селам, это дороги проселочные, ежедневная работа, которой мы занимаемся круглый год почти. Руководство отдела образования города и Гудаутской русской школы номер 4 имени Оскара Гвазава обратились к главе районной администрации с просьбой отремонтировать крышу ввиду ее ветхости и, соответственно, протечки. Проводить занятия в здании было практически невозможно. Принято было решение, перекрыли 590 квадратных метров крыши на 1,5 миллиона рублей, в том числе и НДС 150 тысяч. В школе была также заменена электропроводка, но в старинном здании, где никогда не было капитального ремонта, накопилось много проблем. Здание не отапливается. Более того, в некоторых классах окна не застеклены, ветхие ставни еле держатся. Вердикт один – школа нуждается в капитальном ремонте. Хочется надеяться, что замена кровли – лишь начало. Главное, что в администрации это понимают. А вот на улице Абазинской дела обстоят иначе. Это одна из самых оживленных улиц города, так как район густонаселен и непосредственно близость к морю привлекает сюда каждый год большое число отдыхающих. На улице длиной более километра вот уже много лет полностью отсутствовало освещение. Но теперь по всей протяженности дороги установлены 39 столбов, и проблема с освещением снята. До этого было очень темно. Здесь самая оживленная улица вообще в городе нашем. На пляже очень много машин приезжает, пешком ходят. Здесь почти все дома приезжают, отдыхают люди. И вот сейчас, спасибо, будет лето, наверное, все будет хорошо, освещение будет. В новом районе города на улицах Тарнава и Кистрикская и части улицы 23 июля было проложено более 1500 квадратных метров асфальта. Также по городу были заменены канализационные и водопроводные трубы и вычищены подвалы многоэтажных домов. К примеру, в этом 5-этажном доме на привокзальной улице Агрба трубы не менялись с момента постройки здания. Вся канализационная система практически пришла в негодность. Сейчас здесь проходят масштабные работы по замене труб в подвальных помещениях. Работы на этом месте завершатся в течение 2 недель. На Алакове Саида Гухава, Абхазское телевидение. Сегодня практически весь день вся западная часть Сухума оставалась без воды. Причина – аварийные работы в новом районе столицы, вследствие чего работники водоканала вынуждены были перекрыть воду, чтобы ликвидировать утечку. Подробности в репортаже Алики Трапш. Жители верхних этажей дома номер 6 по улице Чалмаз в новом районе столицы уже 4-й день без воды. Главный водопровод, обеспечивающий весь дом питьевой водой, прорвался. В результате напор воды ослаб. Вода из прорванной трубы затопила подвал и улицу. Проблема у нас, вот что видите, вот вода у нас, труба порвался, 4 дня вода все время идет. С этой стороны на улице, с этой стороны везде затопили. У меня 2-й этаж, мне не так трудно спуститься вниз и набрать воду. Вот здесь у нас есть дедушка, к нему хожу, но к одному пойду, к третьему тоже, ко всем не смогу я ходить. Прошу помощи, чтобы помогли решить эту проблему. Помимо дома номер 6, порвавшаяся труба подтопила дворы близлежащих домов. По словам жителей, уровень воды был очень сильным. Об аварийной ситуации было сообщено в Сухумский водоканал, работники которого приехали и перекрыли воду, чтобы добраться до поломки. Там труба пропускает, большая труба, которая центрально подходит к дому. И эту трубу перекрыть здесь невозможно, пока полностью воду не отключить. Воду отключили сегодня, и до вечера заварят и запустят воду. 8 лет назад в доме номер 6 по улице Чалмаз старый водопровод был заменен на новый полипропиленовый. По словам начальника водоканала Тенгиза Квициня, утечка произошла из-за устаревшей соединительной муфты. 3 дня назад водоканал заказал в Краснодаре новую муфту. Ее привезли только сегодня. Работники аварийной службы водоканала приступят к устранению поломки, как только отступит вода. Жители дома номер 6 по улице Чалмаз в течение дня будут обеспечены питьевой водой. Алика Трапш, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.
Несколько домов подтоплены в селе Адзидакуара Гулырбшского района в результате выхода из русла реки Кадор. Река вышла из берегов примерно в 11 часов утра в результате обильных осадков. Вода подтопила частное домовладение и сельхозугодия местных жителей. Одна из жительниц не успела вовремя покинуть свой дом. Спасая скотину, она не заметила, как вода постепенно затопила улицу и двор. Ей на помощь пришли спасатели МЧС Абхазии. На спецтехнике они вывезли и доставили ее в безопасное место. В село прибыли премьер-министр Беслан Барцес, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, глава администрации Гулырбшского района Аслан Барателия. Ниже по течению в районе автомобильного и железнодорожного мостов угроза наводнения не наблюдается. По словам главы МЧС, к вечеру уровень реки немного спал. Вместе с тем он подчеркнул, что сотрудники ведомства продолжают мониторить ситуацию, пока существует угроза для жителей близлежащих сел. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению синоптиков, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, ливневый дождь с грозой, местами возможен град. В предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13 градусов.